Друзья, всем привет! 30 августа. Небольшое включение. Сегодня я на сенокосе. Вот такой вот луг. То есть половину луга сгребли. Вон столько работы. Волков 40, наверное, сделали. Вот. Вот. Пошло. И все вот так. С утра и до обеда. До вечера, не знаю, успеем, нет, сделать копешки. Работа проделана большая. Вот наша бригада. Нас 5 человек. Братан с супругой, Женька и Вадим. Ну и, конечно же, я. А вот там еще один волок. Вот собрали вдоль. И вдоль кустов еще. Вот середину, к сожалению, скосить не смогли, потому что в связи из-за дождей озеро, короче, сыро, там вода. Где раньше косили, там скосить не смогли. Короче, у нас обед. Сейчас перекусим и начнем делать копешки. На улице холодина всего. Плюс 7. Северяк дует. В таком прикиде на сенокосе я еще не был. Как-то вот так. Один плюс от этого холода: нет ни мошкары, ни комаров. Только очень холодно. Ничего, зато не потеем. Все, пошли обедать. 18:32, 6:30, а уже темнеет. Осенний день короткий. Что успели, то успели. Собираемся, едем домой. Вот, успели сделать вот столько копешек. Где-то около 20, наверное, копешек мы сделали. И у нас это где-то 1/3, еще 2/3, которые мы сделали в волки. Осталось в волках. Вот оно. И еще есть тут участок, который вообще даже не сгребали. Вот там вдалеке пасется табун наших лошадей деревенских. Короче, как-то вот так. Ну а мы все, собираемся ехать домой. Сегодня, пока доедем, пока то да сё, уже стемнеет. Продольники сегодня проверять не поеду. Нет, я бы поехал, если бы не было ветра, но очень сильный северный ветер. И на Печоре просто огромная волна. Так что проверку продольников оставим на утро. Утром до сенокоса, до того, как сюда приехать, я по-быстрому съезжу и проверю наши продольнички. Мне просто самому интересно. И, наверное, не менее интереснее вам. Попал на лим, не попал на наши продольники. Будет видно. Все, идем домой. Доброго утра, друзья. Во дворе сегодня у нас 31 августа. Последний день лета. Жаркого лета. Шутка, конечно. Лета у нас сей год так и не было. 5 часов утра, и мы выезжаем проверять наши продольники. Вчера поставил я их позавчера вечером. Вчера проверка не состоялась, так как, во-первых, целый день были на сенокосе, приехали, было уже темно, была огромная волна, и проверять под фонариком смысла нет. Это будет неинтересно ни мне, ни вам, ничего не будет видно, и я решил отложить эту проверочку на сегодняшнее утро. Сегодня до работы, до сенокоса, сеносгреба, можно так сказать, по-быстрому сейчас выйду, проверю и заценим всю эту ситуацию. Клюет, да, нет, видно будет. Что смотрим по воде? Вода за сутки упала. Вот она была здесь. Вот уровень воды упал, он до сих пор. Упала где-то примерно сантиметров на 30 примерно вода упала, это хорошо. Но сегодня опять же уже мелкий моросящий дождь. Не знаю, что у нас будет сегодня с сенокосом. Дня 2 бы нам дало еще, потому что скошено очень много травы. Сена на корову целую. Весь участок брат скосил в надежде на то, что будет погода.
Если 2 дня не будет дождя, то сено мы заготовим. Если опять польет, то скотину придется резать. Как-то вот так. Ну а мы что? Уезжаем, проверяем. Живцов насаживать мне нечем, живцов нет. Гляну, конечно, свою ловушку с ершами, которая там, может быть, она появилась. Ну а если нет, просто проверим и убедимся, клюет налим в это время или не клюет. Поехали. Сегодня ночью был заморозок. Сейчас температура, пока доехал в машине, смотрел, была всего плюс 3 градуса. Мелкая изморозь такая. Такая погода обычно бывает перед зимой. В конце октября. Старожилы рассказывают, что в 1953 году снег у нас выпал 14 сентября и больше не растаял. Под снегом что успели, собрали зерновые, рожь там тогда сажали в то время еще, картошки, что успели, остальное все пропало. Не дай бог повторится такая ситуация, надо до 14 убрать картошку. Вот наш продольник, мы уже видим его, едем. Ну, что нам скажет? О, как видим, вода, да, вода была в прошлый раз, она больше 30 сантиметров упала. Она упала 20, 40, 50 или 60 сантиметров вода упала. И сейчас мы посмотрим, есть налим в августе или его нету. Ну что, друзья, делаем ставки. Лично я скажу так: налим есть, но скорее всего мелкий. Не знаю почему. Почему-то мне так кажется. Походу я ошибся. Налима нет. Все живцы живые. Вот один сдох, но целый. Все целое, друзья. Все ерши у нас целые. Налима здесь нет, к сожалению. Все пусто. Ну что, первый блин комом. Куда подевался налим? А последний крючок, то, что я насаживал на червя, вот, пожалуйста, клюнул ерш. Вот такой вот ерш клюнул на червячка. Ну и пусть болтается, расклюнул. Значит, ерша здесь хватает. Налим сытый. Ну и ладно. У нас еще 2 продольника есть. Живцы целые, значит, живцы не надо живцов менять. Все ерши на месте. Значит, мы здесь налимом не угадали. Ладно. Пока продольники менять местами некогда. Все будет позже.
Пока выключаемся. Итак, друзья, с горем пополам я все-таки нашел свою ловушку в кустах. Вода немного упала, и благодаря тому, что у меня вот такая палочка вот с таким гвоздиком, я прошерстил вдоль кустов и зацепил. Так как отсюда идет сразу глубина, и я уже думал, все, она потеряла свою ловушку. Нет. Теперь у меня есть и живцы, и у меня осталась ловушка. Так, считаем: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ёршиков, а окушков уже нет. Окушки благополучно покинули обратно через эту дырку. Вот еще один ёршик, 26-й. Окушки вышли обратно, ерши остались. Ну ничего страшного, окунь мне по идее не нужен. Теперь мы закидаем сюда отруби и опять поставим в надежде на то, что еще несколько ёршиков да залезет. Этих ершей мне хватит насаживать. В принципе, что насаживать, если не клюет? Ну ладно, пусть пока стоят. Вот закинул вот 4-й продольник. Все, выключаемся, встречаемся на проверке продольников. Так, и вот наш 2-й продольник. Поставил его по центру реки практически. Неплохо штормит, неплохая волна. И глубина здесь была поглубже. Ну что, смотрим. Попалось мне что-нибудь на глубине сибирских руд. Ну, ни хрена. Тишина. Одни только трупики ершей и больше ничего. Хотя что-то скрутило. Скорее всего, это дохлые ерши накрутили продольник. Пусто, друзья, пусто. И даже на червей ничего нет. И даже ничего нет на червей. Странно. Черви покоцаны. Все пусто. 2-й блин комом. Вон на течение ершей прибило насмерть. Так что здесь тоже меняем место. Тот продольник я вынес немного посередине, туда, где поглубже. Каменистая кочка такая, за кочку поставил. Это тоже будем менять. Будем искать талима. У нас еще на проверке 1 продольник. Может быть, там что-нибудь есть? Нет, так будем ждать осени. Значит, налим пока не идет. Ну вот и наш 3-й продольник. Вся надежда на него. Или здесь, или нигде. Второй продольник я переставил ближе к берегу, так как он стоял на сильном течении. И сколько вот? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ершей подохло. Блин, на мотор еще запутался. 5 ершей подохло. И одного ерша не было. Так что, может быть, это был налим. Сам он навряд ли сорвался. Значит, небольшая надежда, что налим есть. Все-таки есть.
что нам скажет третий продольник. А он нам скажет, ничего не говорит, ничего интересного он нам не скажет. Все ерши на месте, что-то живое в основном, что-то дохлое и никакой натяжки. Никакой натяжки нет. Так что, друзья, первый блин у нас действительно комом. А нет, нет, друзья, что-то есть. Так, и это у нас далеко не налим. Это у нас, друзья, рыба-язь. Рыба-язь. И клюнул он на червя. Так что вывод напрашивается сам. Нужно поднимать эти продольники и кидать нормальные весенние продольники на червей. И будет рыба. Вот такой вот. Ну, крылья-то какие бледные у тебя. Сам еле живой. Но пока живой. Заглотил крючок с червем. Так что, друзья, вот такой расклад. 3 продольника, 1 язь. Попал на червя. Сегодня, конечно, не будем этим заниматься, так как надо ехать на сенокос. А как будет время, я поднимаю эти продольники. Ну или пусть стоят, но поставлю продольники на червей. Потому что клюет на червя, получается. На ерша пока налим не берет. Вот такая у нас была первая проверочка. Без рыбы мы не остались, и это здорово. Сегодня едем на сенокос. Дай бог нам, чтобы не было дождя, хотя он уже есть, моросит. Ну, не знаю. Будем что-то пытаться делать. Ну а после займемся конкретно рыбалкой. Так что скоро все будет. Будет охота, будет рыбалка. Все будет, друзья. До свидания.